Герой нашего фильма называют создателем нового Татарстана. Фикрят Ахмеджанович Табеев почти 20 лет возглавлял республику. Что помнят о Табееве люди сегодня? Табеев? Ты слышала? Нет. Ну, нет, не слышал такого имени. Нет, ни разу не слышали. И в интернете тоже не попадалось. Вы знаете, я-то, может быть, могу сказать, только мало, наверное, его кто помнит, разве что только люди моего поколения. Я его не знаю, к сожалению. Фамилия знакомая, но его деятельность я не знакома. Это большой человек. В конце концов, это история нашей республики. Ну, по крайней мере, мы знали, кто такой человек. Я думаю, что в Татарстане все об этом знали. А если об этом знают все, ну, значит, заслуживает хоть какого-то уважения, я так понимаю. Табеев, на мой взгляд, человек своего времени. Личность сложная, противоречивая, неоднозначная, но, безусловно, сыгравшая свою роль в истории нашей республики. Личное дело. Такой официальный документ имеется у каждого общественного и политического деятеля. За сухими анкетными данными раскрывается личность незаурядного человека. Для Фикрята Табеева, связавшего свою биографию с биографией республики и страны, любое дело было личным. Рязанская область, Есенинский край. Здесь, в татарском селе Азеево, 4 марта 1928 года родился Фикрят Табеев. Мы находимся в Краеведческом музее села Азеево. Большая часть экспонатов этого музея посвящена нашему земляку Фикряту Ахмеджановичу Табееву. Его родители Ахмеджан Мухамеджанович и Сабира Музиповна были из простой крестьянской семьи. У них было 2 сына. Старшего звали Джавдат, младшего звали Фикрят. Семья была работящая, но жили они скромно. Их маленький домик ничем не выделялся от соседских. Сыновья на здоровой крестьянской пище росли крепкими физически. Они с детства приучались к труду. Что же касается Фикрята, то с раннего детства односельчане отмечали в нем деловитость, умение быстро схватывать обстановку и доводить любое порученное дело до конца. В войну, когда отец и старший брат ушли на фронт, Фикрят оставался единственным кормильцем. Такие мальчишки, как Фикрят, считались взрослыми мужчинами. Они пахали, сеяли, жали, валили лес. Трудно было, но в преодолении трудностей вырабатывался характер у мальчишки. В победном 1945 году Фикряту исполнилось 17 лет. Он успешно закончил Азеевскую среднюю школу, получил аттестат зрелости. И нужно было решать, что же делать дальше. Он уезжает из родительского дома, где прошли его детство и юность. Фикрят поступает в Казанский государственный университет. Благодаря такому выбору он сразу попадает в интеллектуальную, культурную среду казанской жизни. В бытовом плане у первокурсника Табеева возникает ряд проблем. Одна из них – отсутствие крыши над головой. Я увидел тоже, как я, деревенского парня, мы познакомились. Он тоже пришел посмотреть, где будем жить. Оказывается, тоже без общежития остался. И тогда я узнал, познакомились, это был Табеев. Он поступил на отделение истории. И вот без общежития остался и искал, решил посмотреть вот эту аудиторию. Мы с ним посмотрели, сказали, да, можно жить. По
30 человек, наверное, будут размещать, очень большие аудитории. И мы с ним вот так в одной комнате начали жить. То, что он высокого роста, еще очень складно говорил на русском языке. Его избрали скоро в состав студенческого правкома университета. Своего рода начальником стал. Но все время с нами вместе общался, вместе с ним мы на обед после занятий ходили и ежедневно нам готовили в столовой университета вареную капусту. Эту капусту называли шукрут. Не знаю, почему так назвали, но мы расшифровали этот шукрут как широкое употребление капусты работниками умственного труда. Несмотря на бытовые неудобства, учеба у Фикрята Табеева пошла успешно. Он сдавал экзамены только на отлично. Его увлеченность марксистско-ленинской философией не была показной. Как и его ровесники, он искренне верил, что это учение вечно, потому что оно верно. При этом Фикрят активно занимается общественной работой. Его избирают сначала секретарем комсомола факультета, затем председателем профсоюзного комитета. Студенческие годы пролетели быстро. И вот уже подающему большие надежды выпускнику университета предлагают преподавать на кафедре политэкономии. Как преподаватель Фикрят Ахмеджанович проявил незаурядный талант, находя для каждой аудитории особые слова и примеры из жизни. Кроме широкой эрудиции, он обладал незаурядной харизмой и был для студентов не просто примером, а, можно сказать, кумиром. Кандидатскую диссертацию Фикрят Табеев защищал в Московском университете, где получил высокую оценку комиссии. Незаурядные организаторские способности, знания и широкий кругозор, как и положительные личностные качества, позволили простому крестьянскому парню буквально за 5-6 лет пройти несколько этапов жизненного пути, на которые у других уходят десятилетия. Впоследствии он вспоминал: «Университет закалил мой характер, научил чести, порядочности, коллективизму. Впереди у молодого преподавателя большие перспективы, но перед дальнейшим восхождением жизнь сделала Табееву судьбоносный подарок». Фикрят Табеев познакомился с будущей женой Диной Мухаметовной. Вот что она вспоминает через 60 с лишним лет. Это было декабрь месяц, по рассказу Фикрята, когда он стоял со своими друзьями около университета, а я проходила по двору около анатомического театра. И он увидел меня, как шла я по двору. Говорит, что в это время он настолько увлекся мной, что с друзьями, которыми разговаривал, они обратили внимание. Он отвернул, говорит, голову и сказал: «Это моя». После этого он задался целью, кто же я такая и откуда я такая. Поскольку он аналитик, философ, решил, раз я иду около анатомического театра, значит, я, наверное, медик. Прошли месяцы. У нас в Доме ученых всегда для студентов проводили вечера встреч разных институтов, университетов. Он пригласил танцевать, мы с ним танцевали. И, забегая вперед, скажу, по всей жизни, когда мы были на вечерах, на юбилеях, всегда танцевали. И пара, как танцующие, вот вальс или там вальс-бастон, мы делали все эти па, все очень хорошо.
Потом он начал приходить, и в один день тоже такой интересный случай. Он пришел и говорит: идем, говорит, в цирк. Билеты он взял. Я говорю: я цирк не люблю, я в цирк не пойду. А он говорит: дорогая моя, не все, говорит, в жизни любят и делают все это. Иногда, говорит, делают то, что надо. Это меня убило до сих пор, как будто бы я командовала ребятами, могла сказать: хочу, не хочу. Там. А здесь нашелся какой богатырь. Ну, так посмеялись, чего-то, пошла. Ну, в общем, пошла так. И в течение 6 месяцев мы с ним так встречались. Конец июня он сделал мне уже предложение. Свадьба была в июле 1951 года. Мы, естественно, пешком пошли в ЗАГС записаться, в ЗАГСе. Пешком возвращались. Мы уже начали жить, вот, и вдруг он вот дверь открыл и сказал: «Динок!» Это было буквально, наверное, через месяц, вот так, я не знаю. «Динок!» А я к нему навстречу пошла, руки вот так немного раскрыла и сказала: «Конечно, твоя, Динок!» И его обняла тогда, поцеловала. В январе 1958 года Табеева приглашают на работу в аппарат обкома КПСС в качестве заведующего отделом науки, школ и образования. Буквально через год выдвигают уже секретарем обкома по идеологии. Выходец из науки, он привнес в жизнь республики интеллект, взаимоуважение, а не партийный окрик, который нередко тогда главенствовал на всех уровнях власти. Известность и авторитет молодого секретаря обкома быстро набирает рост. Несомненно, этому способствует и явная расположенность к Табееву первого секретаря обкома Семена Игнатьева. В 1960 году Игнатьева переводят в Москву. Встает вопрос о преемнике. Новое здание обкома КПСС еще не достроено. Партийный пленум проходит в городском доме офицеров. Прибывший в Казань секретарь ЦК КПСС Федор Поспелов кандидатуру не предлагает. Пусть на месте решат. Тогда появились вроде бы ростки демократии. Альтернативой Табееву был Салих Батыев, но он был старше Табеева на 17 лет. Единогласно избрали Фикрята Табеева. Время требовало лидеров новой формации. Первый секретарь обкома в 32 года. Он самый молодой из секретарей в стране. Событие небывалое. Новый статус супруга привнес в семью Табеевых неожиданную проблему. Это было связано с так называемым табелем о рангах. Прошло 5 дней, из ЦК опять позвонили, что надо переехать. Мы пошли, это кирпично-заводская. Там как будто бы раньше был детский сад. Этот детский сад выселили, и Игнатьеву сделали такой коттедж, большой дом это сделали, 2 этажа там было. Мы посмотрели, мы пришли в ужас. Я пришла домой, очень плакала. Я говорила: как там мы будем жить, зачем нам такие хоромы и всякое такое. И опять не пошли. А вот через 3 дня нам уже более серьезный был Фикряту звонок. Он говорит: ты знаешь, Динок, давай уж согласимся, поем. Вот мы туда переехали, кирпично-заводскую. Там будка, стоял милиционер. А эти маленькие еще же, они на улицу хотят, с детьми играть хотят. И они подворотни туда выбегали. Тогда подворотни закрыли досками. Вот. А когда я с работы шла к этому дому, ну вот надо же такая была, я смотрела назад, вперед, не видит ли кто-нибудь, что я захожу в этот дом.
Я считала оскорблением себе, что я живу в этом доме. И он тоже, и вот так. И такое было. Но мы там много не жили, конечно. Начали искать, куда бы переехать. Вернемся же к новому месту работы Фикрята Ахмеджановича Табеева на посту секретаря Татарского обкома партии. Как экономист, он видел большой потенциал Татарии и то, в каких направлениях его надо развивать. Немаловажно, что Фикрят Ахмеджанович ощущал и доброжелательное отношение к себе лидера страны Никиты Хрущева. В частности, во время пребывания Никиты Сергеевича в Татарии были решены многие важные для республики проблемы. По нормам государственной жизни тех лет главным центром принятия решений был кабинет первого секретаря обкома. Но здесь же была сосредоточена и ответственность за состояние дел во всех сферах жизнедеятельности республики. Кадровая политика была в основе всей деятельности партийных органов. Табеев формирует команду единомышленников. Это уникальное явление, я сказал, Табеев, в познании людей, работа с людьми. Вот это у него нет. При нем бывало комфортно. Он и отругает, и он даст оценку и так далее. Но он очень дорожил кадрами. Очень дорожил. Отношение к людям у Табеева было уникальное. Это далеко не всем, значит, первым лицам дано. Он, будучи в районах, всегда схватывал, ну и через секретаря райкомов, наверное, и через аппарат обкома партии, это я уже не чужих слов говорю, когда работал, задачу такую ставили, искать кадры в районах, какие есть перспективные ребята. Много же способных ребят, которых по жизни не увидели. И по-разному складывалась судьба. И не надо считать, вот ты лучше всех, например, я к себе отношу. Просто вот в такой момент, такое развитие, значит, шло. Подбирали действительно, не боялись. Вот когда сам был молодой, вот это сказывалось, что он молодые кадры подбирал. Не случайно Фикрят Ахмеджанович часто говорил, что он полюбил сельское хозяйство. Услышать такое от историка-филолога казалось бы странно, но этого потребовали интересы населения республики. Надо было накормить досыта людей хлебом насущным. И эта задача при нем была решена. Именно с приходом Табеева в республике были заложены основы для повышения эффективности сельского хозяйства. Фикрят Ахмеджанович в первую очередь обратил внимание на техническое оснащение, внедрение новых технологий в производстве зерновой и животноводческой продукции. Главное, изменилось в целом отношение к сельскохозяйственной отрасли. Она стала таким же приоритетным направлением, как и развитие промышленности. Важнейшим экономическим потенциалом 60-х годов для Татарии была нефть. Табеев всегда с глубоким уважением относился к нефтяникам, ценил их нелегкий труд. Отношения между первым лицом республики и руководителями нефтяной отрасли носили характер повседневной работы и творческого сотрудничества. Не случайно в эти годы в нефтяной отрасли СССР появилось понятие «татарская школа», подразумевающее всеобщее признание нефтяников республики в организации добычи черного золота. Это и внутриконтурное заводнение, разработка трехступенчатого трубобура, внедрение индустриального способа строительства буровых и многое другое. Табеев принципиально поддерживал профессионалов, людей, способных смело и грамотно решать насущные вопросы. То, что он хорошо разобрался в нефтяных делах, вот мне пришлось почувствовать, когда стоял вопрос, как будет развиваться нефтяная промышленность Татарстана. Мы никогда себе до этого не представляли, что Татарстан будет добывать 100 миллионов.
Табеев пошел на исторический прецедент. Он предпринял значительные усилия, способствующие появлению постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по улучшению разработки нефтяных месторождений в Татарской АССР. В его основе было увеличение добычи нефти до 100 миллионов тонн в год. Но для этого требовалось решить большой объем организационных, финансовых, технических и социальных вопросов. Потом нужно было вот через самые верха уже провести. Вот, конечно, было много сомневающихся, много было противников. Как так, Татарстану специальное постановление, такого вообще-то не практиковалось. А вот приехал когда Табеев, вот сразу Байбакова были, Ефремов, зампред Совмина, и у Соломенцева. У Соломенцева 6 министров он собрал, 6 министров. Наш министр и смежные отрасли, да, которые работали на нефтянку. И Фикрет Ахметзянович Табеев, значит. И вот шло такое мощное, это примерно 2,5 часа шло у секретаря ЦК вот это совещание. И, значит, до того дошло, что смежные министры все отбивают, чтобы не говорили, все отбивают, так. Значит, Табеев встает и нажимает, И вот он, значит, с каждым, значит, говорил, выступал, доводы приводил, так, и, ну, фактически даже давил на министров. Там разговор был такой жесткий. Вот это было направлено на то, чтобы нефтяная промышленность развивалась не однобоко, не только добывать, а вот территория должна была развиваться. Территория. То есть это должно было быть не на сиюминутные решения вопросов, а надолго и серьезно вот эта территория, развитие территории. Постановление по комплексному развитию нефтяной отрасли и ее инфраструктуры в Татарии позволило расцвести Альметьевску, Лениногорску, Бавлам и другим городам и поселкам республики. Из Альметьевска в те годы протянулся нефтепровод «Дружба», что позитивно повлияло на экономику стран соцлагеря в Восточной Европе и укрепило политические позиции СССР во всем мире. Уже тогда Табеев проявил себя как дипломат, как человек, обладающий масштабным мышлением. Благодаря нефти в республике была заложена и база мощного нефтехимического комплекса. В Татарии строились, а затем начали работать 2 крупных химических предприятия: Казанский завод органического синтеза и Нижнекамский нефтехимический комбинат. Эти предприятия давали возможность отойти от порочной практики продажи сырой нефти и перейти к цивилизованному ее использованию путем переработки. Здесь надо отметить, что отличие Табеева от многих партийных функционеров тех лет заключалось в том, что он был прежде всего сильным экономистом. Каждый очередной шаг Табеева по развитию республики был просчитан, аргументирован, выверен. Звездным часом для всей Татарии и лично для Фикрята Ахметжановича стало строительство крупнейшего в мире автогиганта КАМАЗа. В данный период приехал сюда Алексей Николаевич Косыгин. Когда полетал над республикой, это место посмотрел и сказал: это очень удобное место, расположение, ресурсы, возможности. И главное, здесь очень сильный парторганизация во главе с таким молодым энергичным Табеевым. Вот много факторов объективных, субъективных сложилось к тому, что в этой точке было принято строительство КАМАЗа. И получилась грандиозная стройка, та стройка, которая по масштабам, ну, в Советском Союзе до и после не было. Первая стройка, 1000 людей, 1000 принимали в день. Там комсомол занимался всеми вопросами, и благоустройством, и размещением, и общественный порядок, и строительством объектов соцкультбыт. Все были комсомольско-молодежной стройка была.
23 года средний возраст строителей КАМАЗа. Самое большое достоинство Табеева, что он сумел в это рукотворное русло направить всю энергию комсомола. Вообще Табеев, будучи сам при руководстве молодым, очень молодежь поддерживал. Участие, главное, было не руками молодежи, а при участии молодежи. Табеев, несомненно, был яркой уважаемой фигурой. Почему? Во-первых, он очень был эрудированный человек, очень подготовленный. И он не боялся уходить от шаблонов. Был период, никогда не читал доклады по бумагам. Когда встречался с молодежью, всегда зацеплял за острый вопрос. Для этого нужно понять ту атмосферу, понять атмосферу строя, понять... Мы сейчас в другое время, в другое поколение живет. И другие, будем говорить так, стереотипы, может быть, которые создались. Тогда он был уважаемый в молодежной среде тоже. Строительство крупнейшего в мире автогиганта и современного города преобразило социально-экономический облик Татарии. Решение всех стратегических вопросов взял под свою ответственность Табеев. Масштабы этой работы можно представить хотя бы по таким фактам. Было привлечено 23 министерства и ведомства страны, 18 крупных генподрядных организаций, более 2000 заводов из 500 городов СССР. Постоянные деловые контакты были установлены у Фикрята Ахмеджановича с руководством страны. Ведь КАМАЗ это многое значит, просто главная стройка страны. Завод и город Набережной Челны строились, как говорится, не по дням, а по часам. Строители КАМАЗа, республика, вся страна вложили в эту стройку весь имеющийся интеллектуальный, творческий, трудовой потенциал. Но, несомненно, масштаб личности Фикрята Табеева, его сила духа, стиль руководства, талант общения с людьми внесли весомый вклад в общее дело. И вот памятный февральский день 1976 года. Заработал главный конвейер камского автогиганта. Состоялся торжественный митинг. Почти 15 000 человек приветствовали первый сошедший с конвейера грузовик. А затем колонна машин прибыла на Красную площадь Москвы. Прежде чем перейти к чрезвычайно яркому периоду жизни Табеева в качестве посла СССР в Афганистане, надо рассказать о своего рода подготовке к дипломатической карьере, которую он прошел еще работая в Татарии. Избрание Фикрята Табеева депутатом Верховного Совета СССР, а затем и членом президиума этого высшего по Конституции страны органа власти, наложили на Табеева и серьезные дипломатические обязанности. Фикряту Ахмеджановичу начали поручать возглавлять различные делегации в многочисленных зарубежных поездках, как по линии межпарламентских отношений, так и в качестве представителя различных общественных организаций. По признанию самого Фикрята Ахмеджановича, работа на международном уровне была для него своеобразным политическим университетом. Он хорошо стал разбираться в современных международных проблемах и понимать суть региональных конфликтов. Способному к аналитике Табееву каждая поездка и встреча с зарубежными лидерами давали огромную пищу для ума. Эти международные контакты, можно сказать, идеально подготовили Фикрята Ахмеджановича к последующей, уже профессиональной дипломатической работе. В конце 1979 года, в крайне напряженной ситуации в Афганистане, руководство СССР решило назначить нового посла в этой стране. Им стал Фикрят Ахмеджанович Табеев. Он воспринял это назначение как огромное доверие к себе и одновременно как ответственное и сложное задание. Ввод советских войск в Афганистан,
нарастающее военное сопротивление оппозиции чрезвычайно осложнили работу советского посольства. Но даже в условиях доминирующих тогда идеологических установок высшим пилотажем работы Табеева посла было выстраивание стратегического политического урегулирования возникающих различных конфликтов и проблем, умение наладить контакт с разнохарактерной массой людей, входивших в круг рабочего общения посла. Из разговора с товарищем Табеевым я вынес, вы знаете, вот такое светлое чувство, что Фикрят Ахмеджанович Табеев действительно был очень на месте. Он знал детальную обстановку в Афганистане. Ну, колоссальный опыт работы в должности секретаря, будем так говорить, татарского обкома КПСС давало ему право рассуждать и все вопросы решать по-государственному. А если делать какие-то советы и рекомендации, он давал их с позиции человека, который прошел большую жизненную школу, знал, что, зачем, для чего и как это делать. К нему, я должен сказать, прислушивалось руководство Афганистана. Он пользовался большим авторитетом у руководства Афганистана. Не только со стороны правительства и партии НДП, но и со стороны вооруженных сил, руководства вооруженных сил. Обстановка в Афганистане была такая. Днем вроде бы все было хорошо, а ночью везде руководили душманы. Поэтому приходилось и это учитывать. Когда я выходила, когда я шла на прием, я уж не говорю про Фикрята, это я супруга, у меня эта сумочка есть, и там лежал пистолет дамский. 3 пули. Зачем 3 пули? Это не кого-то стрелять, а чтобы успеть себя застрелить. Потому что афганцы, я вам скажу, если вот этим талибам, которые там это, в то время, я не знаю сейчас, они жестокие. Даже я помню, в какой-то школе, я сама не видела, пришли в какой-то класс, сколько-то детей, правые руки отрубили. Поэтому там, если уже попасть, только не живым. Посол есть посол. Это представитель советского государства. Да, он был доступен, он был общителен. У него не существовало границ. Генерал ты, солдат. Дикхан пришел, он принимал его, он беседовал. Дело в том, что его любили еще не просто как посла, но как единоверца. Он был мусульманин. Ну, он был, конечно, член КПСС и так далее, но он был настолько человечным, что вот разницу между послом Советского Союза и мусульманином, послом Советского Союза, никто не чувствовал разницы. Он был доступен, он был общителен, он мог дать дельный и нужный совет человеку. И, конечно, его за это любили, уважали. Дальновидный политик и умудренный жизненным опытом человек Фикрят Табеев представлял истинное положение дел в Афганистане, в стране, как он выражался, с чужим пейзажем и чужой географией. И официально от имени посольства он предлагал руководству СССР рассмотреть вопрос о завершении военного присутствия и решении проблем другими политическими методами. И его голос, в числе других, был услышан. В 1986 году было принято решение о национальном примирении в Афганистане и выводе советских войск с его территории. Изменения политики выдвинули новые задачи. Фикрят Ахмеджанович с честью отработал афганскую семилетку, и его просьба об отставке с поста посла была удовлетворена. Табеев стал единственным послом СССР, удостоенным за работу на дипломатическом поприще сразу 2 советскими государственными наградами – Орденом Дружбы и Орденом Ленина, 5-м в его жизни.
Другие высшие награды Родины он заслужил, работая в республике. В 2008 году к наградам Фикрята Ахмеджановича добавился орден за заслуги перед Республикой Татарстан. После Афганистана Фикрат Ахмедьянович Табиев попал совсем в другую страну. В страну, где началась перестройка горбачевская, как обычно принято говорить. Политико-экономическая система страны, великой страны, тоже во многом начала меняться. И все это, конечно, Табиев, как великий, талантливый и политик, и экономист, он хорошо видел и понимал, к чему это может перестройка, значит, привести. Зная это, он предлагал, да, необходимо стране политико-экономическую систему менять, но не сразу, не за 300-500 дней, как предлагали типа Явлинских и других, а поэтапно, взвешивая каждый шаг, потому что великая страна с великим народом, многонациональным, и сразу сходу решать за какие-то дни, перестроить все, это невозможно. Вот он пытался это доказать, подсказать. Его назначили первым заместителем председателя Совета министров Российской Федерации. На него были возложены функции управления по существу всеми экономическими финансово-экономическими вопросами, ну, естественно, выполнением народно-хозяйственных планов, которые в то время были основополагающими в стране. В этот непростой период для страны, когда происходили преобразования, когда внедрялись реформы по переходу на рыночную экономику, и была принята программа приватизации, возникла необходимость, и она была обсуждена и принята Верховным Советом Российской Федерации, а председателем Верховного Совета был на тот момент Руслан Имранович Хасбулатов. Он обратился к Фикряту Ахмеджановичу, исходя из того, что Фикрят Ахмеджанович экономист, человек, который долгое время занимал государственные должности, управлял экономикой и промышленностью большой такой территории, как Российская Федерация, был авторитетен, пользовался уважением со стороны многих руководителей министерств того времени и федерального, и республиканского значения, предложил ему возглавить Российский фонд федерального имущества, который представлял интересы государства при приватизации объектов и субъектов, которые были в стране. Фикрят Ахмеджанович согласился. Будучи председателем Фонда федерального имущества России, Фикрят Ахмеджанович всячески старался сохранить и не дать растащить богатство страны, значит, кучки олигархов. И, конечно, в связи с этим он имел очень много противников и наживал себе врагов. Но, несмотря на это, как честный, совестливый человек, он продолжал бороться и старался, чтобы приватизация, фонд имущества нашей страны оставалось в руках, принадлежало народу. Ему пришлось 30, как он частенько любил рассказывать мне, что он 30 раз судился с Чубайсом. И все эти 30 раз он суд выиграл, а вот на 31 раз ему не удалось. Все-таки силы были неравны. Значит, я к нему пришел, у него было очень плохое настроение. Я говорю: Фикрят Ахмеджанович, что-нибудь случилось? Он говорит: да вот, вы понимаешь, говорит, то уже не могу как бороться. Вот братский лесопромышленный комплекс хотят продать за копейки. Я стою насмерть. Насмерть стою. Я никак не дам больше разбазаривать наше государственное имущество. Народ все это создал. А значит, хотят какие-то хапуги вот эти взять такой кусочек очень лакомно. Ну и через несколько времени он мне звонит и говорит: ты можешь подъехать? Я: куда? Говорю: Фикрят Ахмеджанович, вот сюда, ко мне на квартиру. Я думал, что-то случилось. Я говорю: что случилось? Но он мне рассказал такую историю. После этого братского лесотехнического комплекса, значит, его пригласил
президент Борис Николаевич Ельцин. Они с ним очень давно знакомились. Он ему докладывал о том, как происходит эта приватизация, высказал свои какое-то недовольство. Тот говорит: Фикрят Ахмеджанович, слушай, у тебя огромнейший опыт, мы на тебя всегда равнялись. Ты, ради бога, стой на страже вот этого порядка. Я на тебя надеюсь. Поэтому очень прошу следить за этими ребятами. Они наколбасят что-то. А вечером прихожу, говорит, в свой кабинет, приходит почта, указ президента освободить от обязанности вот этого фонда. Я не знаю, он никому это дело не рассказывал, но рассказывал вот это мне, как случилось, как он ушел из этого фонда. Главным я считаю, что Фикрят Ахмедзянович остался верен своим моральным принципам. Как человек честный, как человек порядочный. При этом следует заметить, что Фикрят Ахмеджанович никогда не стремился к собственному обогащению. Он был настолько справедлив и настолько доброжелателен во всех своих отношениях, что он никогда не проявлял интереса к приобретению собственной дачи, автомобиля, в трудоустройстве своих детей, чем в то время занимались многие люди, наделенные властью. По существу, когда он ушел с поста заместителя председателя правительства, у него кроме небольшого дачного участка и деревянного строения, которым он пользовался, ничего не было. Никаких дополнительных квартир, дополнительных приобретений у него тоже не было. Он был рядовым, в этом смысле, человеком, который жил на те средства, которые зарабатывал честным и справедливым трудом. Богатство – это дети. Богатство – это семья. Вот это богатство, которое нас научил Фикрят Ахмедзянович Табеев, мой дорогой супруг, муж, чему мы научились, так мы и живем. Я благодарна судьбе, что нам дали таких сыновей. Ну, во-первых, мы апрельский, это овен, это знак огня. Естественно, мы целеустремленные, мы всегда добиваемся поставленной задачи, мы ее не бросаем, а доводим до конца. В любом деле. Ну, а самое главное, заслуга его, он не мешал никогда ничему. Он не мешал нашим каким-то, значит, порывам. Больше того, значит, если говорить, ну, я имею в виду и в начинаниях там, я занимался фехтованием шпагой, пожалуйста, значит, или баскетболом, чуть-чуть, пожалуйста. То есть никаких не создавалось, значит, препон. Он не говорил, надо вот делать то-то. А дальше он мне совершенно не говорил, где надо учиться, то есть какая специальность, не давил. Значит, я тогда был модно грешным делом. Я решил стать физиком, хотя не могу сказать, что у меня особые данные к этому были, так сказать. Ну вот так вот решил. Значит, и в этом смысле, когда я решил уехать учиться в Москву, оказалось бы, все говорило о том, что в Казани, так сказать, было бы это лучше делать. Он говорит, я ничего не имею против. И я уехал в Москву, будучи молодым человеком, так сказать, вот, и, как бы, жил в общаге, он только потом, уже через много лет, так сказать, начали подумывать о квартире и так далее. А так все по полной программе, и он совершенно считал это нормальным, не лез в эти дела. Абсолютно. Ну, я могу сказать, вот я не знаю, морально-этически, как он к людям относился. Вот, допустим, водитель у него был, приехал он на дачу, там, в обед. Водитель никогда не сидел в машине, он был всегда, приглашался домой, он с нами обедал. Если надо было, он отдыхал, шел с нами купаться. У нас не было такого разделения, водитель, там, перед-секретарь или еще кто-то. И тонко всегда, значит, конечно, он объяснял, ему было невозможно не верить, во-первых, потому что он был достаточно успешный человек, это было мне понятно, а во-вторых, он был убедительный, он всегда говорил, вот это не стоит делать, это вот может кончиться вот этим, это не стоит, а лучше вот так сделать.
в виде совета. То есть он был в этом смысле абсолютно не авторитарен. Абсолютно. Ты, говорит, должен остаться человеком. И если Родина тебя позовет, ну, то есть вот на какие-то действия, то ты должен безоговорочно следовать тому, что положено. Вот наше жизненное предписание. И богатство еще в том, что столько у него единомышленников, столько у него друзей, товарищей, которые всегда помнили и сейчас вот помнят, звонят, говорят, независимо от ранга, начиная от самого высокого, я опять скажу президента Рустема Нургалиевича, и кончая простыми людьми, пусть не обидится это слово «простые», я не потому хочу сказать, вот что-то они простые, то есть обычные люди, которые трудятся, кто-то там в больнице, кто-то еще в сберкассе, вот обычные вот такие люди. Вот это все богатство, это для человека, я еще раз убедилась, правда, я не имела таких больших денег, но лучше всего иметь, как говорят, лучше иметь там много друзей. И, конечно, в памяти людей он остался таким же справедливым, честным, добрым, принципиальным человеком. И теперь, встречаясь со многими, по роду своей деятельности приходится бывать на многих территориях, в разных регионах нашей страны. Все, кто помнит его, отзываются о нем очень хорошо. И говорят, да, что это был действительно замечательнейший государственный деятель, который мог бы принести много пользы еще и в дальнейшем. Я вам скажу, я не то что завидовал, но я всегда восхищался им, когда к нему люди шли с любыми вопросами. Вот на улицу Щепкина это был какой-то поток. Вот поток людей, которые к нему приходили с различными вопросами. И он никогда никому не отказывал, что нет, я не могу тебе помочь, или что-то не могу ему позвонить. И из Татарстана приезжали, значит, с Набережных Челнов, с Нижнекамска, с Елабуги, с Казани постоянно. И, конечно, я удивлялся, сколько же у человека вот душевности, сколько у него доброты и сколько такого государственного подхода ко всем этим вопросам. Фихрат Ахметзянович Табеев, он являлся магнитом для притяжения всех татар Москвы. И в этом большом городе, мегаполисе, вокруг Фихрата Ахметзяновича Табеева объединялись все татары. И все выходцы из Татарстана. Нам его очень не хватает, но принципы, заложенные им, это кадровая политика, это национальная политика, и свою сохранить идентичность в большом мегаполисе, мы его заветы до сих пор осуществляем в жизнь. Созданный им клуб в начале 90-х до сих пор существует, живет и ведет эту деятельность. Фикрят Ахметжанович ушел из жизни 3 июня 2015 года. Масштаб личности героя нашего фильма оценен потомками. Его именем названы набережная в Челнах, улица в Нижнекамске. В Казани на доме, в котором многие годы жил Табеев, установлена мемориальная доска. Созидательная деятельность Табеева нашла свое продолжение в сегодняшних достижениях республики в сельском хозяйстве, промышленности, спорте, культуре. Память о нем осталась не только в сердцах людей, но и в современной истории Татарстана и России. Безусловно, первым руководителям доверена судьба государств, миллионов людей. С них требуется успешное решение самых сложных политических и социально-экономических проблем. При этих реалиях жизни Фикрат Ахметжанович оставался и остается в памяти людей человеком с большой буквы на все времена. Который всегда находил правильные слова и всегда поддерживал те наши начинания, ту нашу работу, которую мы ведем. И, конечно же, он
всегда был патриотом нашей республики. Мы всегда его помним, гордимся. Человек, который имеет 5 орденов Ленина. Это уникальные люди. Поэтому его память всегда будет с нами. В народе говорят, какая земля, такие и родники. Какие родники, такие и люди. Жизнь постоянно в движении. Она прекрасна и содержательна непрерывностью нити времени, переплетением годов и эпох. Время жатвы. Завтра наступит новый день. Будут новые люди, новые цели и новые горизонты.